Добрый день! В эфире передача «Дискуссия» и продолжаем обсуждать тему «Региональные СМИ. Вызовы и возможности развития». Обсуждать эту тему мы будем с депутатами Народного собрания Гагаузии Лечу Георгием Георгиевичем и Иванчук Николаем Ивановичем. Добрый день! Здравствуйте. Ну, пожалуй, начну дискуссию с такого простого вопроса. Вот, на ваш взгляд, как работают местные СМИ? Выполняют ли они свою миссию как распространители информации? Георгий Георгиевич. Ну, сложно, наверное, двумя словами, и тем более вот так однозначно дать ответ на этот вопрос, поскольку совершенно очевидно, что наши СМИ, при всем при том, что должны руководствоваться прежде всего принципами объективности, иными равноудаленностями, тем не менее в определенной степени политически ангажированы. И мы это прекрасно понимаем, как бы мы сейчас ни говорили обратное. Соответственно, исходя из этого и осуществляется информирование населения. Удастся ли нам когда-нибудь уйти от этого? Возможно. Только при том условии, это мое мнение, если будет иметь место здоровая конкуренция, когда местные СМИ будут иметь равные условия, равные возможности. Если мы придем к этому, тогда, естественно... Вот хорошо вы сказали, равные условия, да. Что вы имеете здесь в виду? Что значит равные условия? Здесь я хочу, чтобы вы прокомментировали не только как общественный канал, но и все СМИ. Общественные каналы, частные каналы, кабельные операторы. Вот что значит равные условия? В чем вы видите неравность? Потому что об этом тоже говорят и журналисты. Но да. я вот хочу говорят, ваше я с мнение. точки зрения политика эти вещи говорю, потому что я тоже в определенной степени, наверное, ангажирован. Как бы я не пытался представиться или позиционировать абсолютно, как говорится, равноудаленным к этим вопросам. Тем не менее, как и любой нормальный человек или политик, как зритель, свои идеи продвигать прежде всего, на то они и мои идеи. Так вот, исходя из этого, я определяю, что является равными. Это отношение власти, законодательно-правовое регулирование этих вопросов, чтобы все принципы, условия были одинаковые. Ну и самое главное, конечно, это финансовая составляющая. Тут, конечно, это тяжелее всего добиться того, чтобы вот эта равность присутствовала. Я уже не говорю о близости к власти, потому что те аудиовизуальные компании, которые близки к власти, естественно, имеют больше преференций, чем те, которые находятся в оппозиции. Вы очень хорошую и больную тему затронули. Мы очевидно. Чуть дальше об этом обязательно поговорим еще и более детально. Я хотела спросить Николая Ивановича вот его мнение. Вот вы, как зритель, как депутат, вот как вы видите работу СМИ у нас в Гагаузии? Ну, очень жаль, что нет возможности наших потребителей получать всю полноту информации о тех событиях, которые происходят у нас в Гагаузии. По разным причинам. Ну, есть у нас общественное телевидение, которое называется общественным, которое имеет очень серьезное финансирование. С этого года принят бюджет на 2019 год, там 5 миллионов, по-моему, да? Да, 5 миллионов. 5 миллионов рублей, это очень серьезные деньги. Остальные телекомпании, которые в регионе работают, они, так сказать, на самоокупаемости сами думают, как... Выживают как могут, да? Да, думают, как выживать. В этом смысле тоже неравные условия. Но и доступ к информации, конечно же, Георгий Георгиевич правильно подметил. Не все имеют равные возможности в доступе к информации, к оперативной информации и полноте информации, чтобы на равных условиях конкурировать могли они, эти телекомпании, в регионе. И ну вот мы, живя, например, я в Чедрлунге, одни люди, один район города имеет возможность смотреть какого-то конкретного кабельщика, получать информацию. Есть там Старнет, есть... То есть Чедрлунга получает информацию посредством только кабельных операторов, да? Кабельных. Я не знаю, там по эфир, по-моему, сейчас ловят что-то, есть, да? Есть эфирный, есть. И одни люди ловят одно, другие другое смотрят. И по одним каналам показывали то, что они показывают по другим, и наоборот.
и часть населения потом обменивается, это у тебя показывали, там нет, а вот у меня да, а у тебя что? Вот. То есть, Так это хорошо или плохо? это плохо. То есть, Это плохо. То есть должны все люди иметь возможность получать всю информацию и быть в курсе событий, потому что у нас, к сожалению, основная масса людей преклонного возраста, они получают информацию, черпают из районной газеты «Знамя», например, если в Чедрлунге, там в Камрате есть своя районная газета, которая, значит, учредителем является исполнительный комитет или районные наши исполнительные комитеты. И, собственно говоря, политику партии они там определяют, как, что, значит, публиковать и так далее. И телевизор тот, который работает в том или ином районе города или региона Гагаузии. То есть у нас информирование слабое у населения. Есть очень много острых вопросов. Ну, в частности, сегодня было у нас более публичное слушание. Может быть, мы чуть позже коснемся этого. Есть, потому что целый, скажем так, есть нарекания в связи с СМИ. в адрес СМИ, да? Да, вот в связи с проведенными этими публичными слушаниями. Я думаю, что коснемся этого. Хорошо, вот как вы считаете, нужны ли частные СМИ в регионах или достаточно иметь только общественный канал и все? Да, нет, бесспорно. Или вот даже, по-другому немножко, если поставить вопрос? Чем больше их будет, тем лучше. Другой вопрос. Лучше для кого? Для потребителя, для населения. У людей будет возможность сравнивать. И то, что общественное, тоже нужно. Применительно для Гагаузии я более чем убежден. Я абсолютно, например, не сожалею о том, что голосовал за выделение этих денежных средств для общественного телевидения гагаузского. Другой вопрос, что, коль выделяем такого объема средства, мы должны такого же объема, как говорится, и требования предъявлять. Во-первых, чтобы доступность была, во-вторых, объективность, в-третьих, оперативность и другого рода качества, которые мы ожидаем, вкладывая вот такие суммы денег, для чего нам все это, собственно говоря, нужно. В то же время мы прекрасно осознаем, что наличие лишь одного общественного телевидения при отсутствии альтернативных источников информирования населения может привести к тому, что мы когда-то имели у нас в обществе, односторонности. И вот Николай Иванович привел вот сегодня пример, как говорится, как было событие, это его можно по-разному связывать, но, к сожалению, оно не стало предметом обсуждения и не осветилось для общественности. А речь идет о публичных слушаниях, проведенных Народным собранием по вопросам, связанных с инициированными общественностями, проведения референдума и бойкотирование предстоящих парламентских выборов. И о чем говорилось? Значит, два вопроса, самые основные, стояли в повестке дня. Первое, стоит ли бойкотировать в Гагаузии выборы парламентские? И второе, стоит ли нам провести референдум, на котором поставить основной, самый главный вопрос, вопрос доверия Молдове как гаранту соблюдения полномочий Гагаузии. И первое и второе вытекает из сложившейся политической ситуации, той тенденции, которая у нас присутствует, и, к сожалению, и из требования закона, и, к сожалению, это не самое, как говорится, положительное, что мы видим. Потому что к чему пришли? Вот, пришли, обсудили? во-первых, самое главное, что основания для бойкотирования более чем достаточно. Поскольку никогда Гагаузия, наверное, не была так унижена, как сейчас, вот этими выборами в части предоставления возможности иметь своих представителей в парламенте. Вы знаете, что Гагаузия имеет возможность выдвинуть только 2 независимых депутатов. И то неизвестно, будут ли они независимые, либо они будут под партийными крышами, и как хотите, так и называйте. Тогда как по закону минимум мы должны были иметь 3 своих депутатов в парламенте, а вообще 5. Ну, вначале вроде говорили о 5 депутатских мест, потом плавно перешли на 3, и в конечном итоге оставили 2. Давайте мы вернемся к СМИ и поговорим, есть ли доверие людей к СМИ, если есть или нет, вот как это проявляется, как это ощущается нашими потребителями, Николай Иванович? Доверие, но это вопрос сложный. Я не знаю, значит, можно ли говорить о других средствах
массовой информации у нас. Мы говорим сегодня о всех средствах да. массовой информации, Нет, в том числе и сайты. Приводить можно примеры, к сожалению, это, говоря, допустим, если взять в пример ГРТ, это скрывать не нужно. Но, к сожалению, у нас до изменения, так сказать, переизбрания общественного совета и руководящих органов делался крен в одну сторону, то есть Ирина Федоровна сейчас в обратную, то есть там господин Дудогло, о нем больше говорится о Девлете и так далее. И тогда было не очень правильно, и сейчас тоже. Тогда в одну сторону, сегодня в другую. То есть оно не является общественным как таковым, как должно являться и блюсти, так сказать, нейтралитет и с нейтральной точки зрения освещать события у нас в Гагаузии. К сожалению, мы этого не видим. Ангажированность была, она сегодня и остается. Только с разными акцентами. У людей, у наших общественников, да и среди населения нашего бурлило оно давно. Вот это не то, что идея, а необходимость, чувство униженности, отношение центральных властей к нашей автономии. Это, понимаете, сегодня руководство Молдавии, заявляя, даже вот имея Приднестровскую проблему, и то, как президент заявил недавно, что гагаузская автономия должна являться моделью для Приднестровья, там же сидят, наверное, адекватные, нормальные люди. Они видят, что сегодня центральные власти делают с Гагаузией. Не хотелось бы говорить грубых слов, но скажу только то, что многие вытирают наши вложения и те гарантии, которые нам даны были и в 1994 году, когда уложение, наш закон был принят, и взяты были обязательства парламентом, правительством, эти обязательства не исполнены, тогда они должны были в месячный срок привести в соответствие всю законодательную базу Республики Молдова в соответствии с нашим законом, а не наоборот. Этого сделано не было, и это продолжается, но почему так происходит? Виноват-то не Кишинев. А кто Нет, в этом не они виноват? виноваты. Кто? А наши местные власти и законодательная ветвь власти, и исполнительная. Требовать в том, надо. Что, естественно, потому что у нас и одна, к сожалению, и вторая ветвь молчит, безмолвствует. Мы все прекрасно понимаем, по какой причине. И вот поэтому шаг за шагом центральными властями делаются нападки и на наши уложения, и принимаются решения в Кишиневе, которые полностью игнорируют наш закон. Это мы позволяем. К сожалению, ангажированность и одной, и второй. Я не хотел бы конкретизировать. Мне кажется, это не сегодня началось, а еще с 94-го года, не с 94-го. когда уступили. Это особенно чувствуется последние 10 лет, понимаете? Особенно чувствуется. Если бы мы были бы едины хотя бы в этих вопросах, да, можно тут по внутренним каким-то вопросам, как говорится, устраивать местные драчки, одни политические силы с другими, то очень важных вопросов для нашей жизнедеятельной автономии, то, что вторгаются время от времени в наши уложения, в этих вопросах, если бы у нас было бы единство, и мы стали бы плечом к плечу и депутаты, и Башкан, и делали бы соответствующие заявления, и обращались бы к гаранту. У нас в 2014 году Молдова подписала уже ассоциированное членство с Евросоюзом и подписала огромное количество документов, где взяла на себя определенные обязательства, в том числе и по отношению к нашей автономии. Но это не исполняется. И если Хорошо, бы с нашей вот стороны была бы почему воля, нету то... этого единства, о чем вы говорите? Почему? Что мы делим тут в Гагаузии-то? Тут 3 района. Почему нет единства в Гагаузии? От кого этого зависит? Не помню, кто из наших общественников сказал, там, может, не каждый, а каждый второй гагауз хочет стать башканом. Вот и с этого все и начинается. Это Дудаев говорил про чеченцев в свое время, что нету чеченца, который бы не представлял себе в роли главы, но об этом публично заявляет сотни человек, выдвигает свою кандидатуру десяток, или вот так, примерно так и гагаузам можно сказать. Да потому что нам, скажем так, способствует извне с тем, чтобы не было этого единства. Бывают моменты, когда время Че наступает, мы осознаем, созреваем и проявляем вот это единодушие, что имело место и в феврале 2014 года на референдуме. А вообще, знаете, корень зла не только и в Гагаузии, и в центре. К сожалению, у нас государственников мало. И прежде всего в центре государственников мало. Мне
непонятна та политика, которая ведется по отношению к Гагаузии со стороны центра, как будто выдавливают Гагаузии из Молдовы. Я поражаюсь просто. Вместо того, чтобы создать условия, которые объединили бы страну, поступают точно наоборот, по всем аспектам, абсолютно. И телевидение, достаточно сказать вот по поводу нового законодательства, начала аудиовизуального, то, что было принято, и то, что апробировано в старом кодексе о телевидении и радио, в котором запрещено было трансляция русскоязычных новостных программ. Ну, под иным видом, так что, дескать, будут транслироваться новостные программы только и европейских стран, и те, которые подписали соответствующую конвенцию Совета Европы по трансграничному телевидению. Вот так. А поскольку Россия не подписала, это было совершенно очевидно, что прежде всего Россию должны выдавить. Но, по-моему, в эту конвенцию только Россия не входит, остальные... Я сейчас не готов сказать, к сожалению, не готов сказать, кто еще из каких стран не входит, но важно то, что авторы это не могли не понимать. Об этом было сказано. И умышленно было сделано так, чтобы выдавить с телевизионного пространства вот россиян. При том, что значительная часть жителей Молдовы, а Гагаузия абсолютное большинство, является потребителем. Вместо того, чтобы создавать альтернативные контенты, пожалуйста, дайте информацию BBC, CNN, если хотите, Эхо, кого хотите, пожалуйста, чтобы люди могли получать информацию со всех, как говорится, источников, а люди разберутся-то. А тут нас своего рода информационное гетто раз заталкивают. Конечно, Гагаузия будет противиться этому. Это что, государственный подход? Абсолютно нет. Вот из таких маленьких, как говорится, действий центра и происходит недопонимание и размежевание. И опять же, коль затронулись языковую тему, скажите, это государственный подход, когда инструкции к лекарственным препаратам описывают только на государственном молдавском языке, а русского языка вообще не найдешь. Фактически нет. Мы говорим о здоровье нации. У нас 1/3 русскоязычных, во всяком случае 1/4 страны точно, не меньше, даже статистические данные об этом говорят. Вы что делаете, ребят, что вы выталкиваете эту целую? Но вот вы чуть выше говорили о неравных условиях, да? Вот здесь, мне кажется, именно имеет место быть неравные условия. Ведь легче же транслировать СМИ, российские каналы, чем производить какие-то передачи местные, скажем, да? Это же легче. Почему возникла эта проблема? Потому что с Кишинева многие каналы транслировали первый российский канал. Кроме новостей ничего не делают, зато вся реклама у них. Потому что это самый смотрибельный канал, это же понятно. Да. Вот из этих соображений принят закон. Понимаете? И вот здесь как раз неравные условия. Да, понимаю. Но скажите, пожалуйста, а кто запрещал местным производителям этой продукции телевизионной составлять свои контенты? Никто. Другой вопрос, что да, допустим, Первый канал российский, имея финансовые ресурсы, людские, иные, как говорится, ресурсы, мог себе позволить создавать продукты более смотрибельные. Так, наверное, ну, да? Если я правильную терминологию использую. Местных в меньшей степени поощрите. Не запрещайте, а поощряйте те, которые создают местную продукцию. Дайте послабление налогового характера иным образом. Вот как раз тогда в новом законе вот это все будет предусмотрено. Да, вот это тогда нельзя запрещать. Да неправильно. Да нас критиковали все, начиная от Митяевич, так, по-моему, фамилия, да, ответственного за свободу СМИ у нас в Европе, заканчивая, наверное, всеми дипкорпусами аккредитованными в Молдове. Даже посол Соединенных Штатов Америки, насколько я помню, бывший господин Петтет, значит, тоже высказался крайне отрицательно по поводу вот этих нововведений. Не случайно. Да нельзя так делать. Нельзя свой народ унижать и не доверять. Создайте условия. Мы что, не хотим, чтобы наша телевизионная продукция транслируется? Мы тоже хотим увидеть, что происходит в соседнем селе, в городе, у нас здесь в стране, потому что это наша страна, мы болеем
этим больше, чем тем, что происходит в Караганде, я не знаю, в Волгограде Вот. или где-то там в Сиэтле. Все А правильно. тут надо создавать условия. Вот в этой части власти действительно должны создавать условия, Вот а не смотрите, запретами. согласно нового кодекса, который вступает уже в силу с января месяца, да, вот национальные каналы будут уже обязаны будут производить 8 часов своего контента за день. А местные каналы, мы, региональные каналы, у нас 2 часа по закону. То есть это немножко облегчает и нам участь, и ставит их в такие условия, вот национальный канал, чтобы они работали на местный контент. И тогда, не знаю, мне кажется, здесь уже немножко условия меняются, и они не будут думать просто, как транслировать там СТС или Первый канал. Все, здесь уже закон обязывает. То же самое обязывает нас. Да, но это опять же из серии запретительного характера. Если бы было бы те, которые производят 80% или 8 часов своего контента, касающихся вот такой-то тематики, и государство поощряет их тем-то, тем-то, тогда вопросов никаких не возникало. Но когда обязывают создай, почему? Потому что ты пусть плохое будет, нехорошее, важно то, чтобы оно было вот здесь, и мы запрещаем хорошее со стороны, ну и потребитель соответствующим образом реагирует. Ну, запретили они русскоязычные новостные программы. Что произошло? Бум продажи вот этих параболических антенн. Все приобрели, все стали включать интернет, через интернет и все. Ничего не добились, кроме того, что позволили тем, которые работают Продают в этой сфере, антенны, да? те обогатились, как говорится. Сейчас что-то придумают. Потребитель сразу отреагировал. Мне кажется, до этого всегда было поощрительного характера метода дают гораздо больше возможностей. Если бы вам давали бы вот не только налогового характера послабления, иного рода, материально-финансовые, иные, я не знаю, тут можно, как говорится, поработать над этим, чтобы найти какие-то методы, которые воздействовали положительно. И помогали бы развитию, да? Мы все хотим, я повторяюсь, что я в этом абсолютно убежден, что все жители Молдовы живут прежде всего хотят жить жизнью своей страны, прежде всего, а не тем, что происходит где-то. Это попутно. Ну, а мы запрещаем, пытаясь таким образом насадить. Хорошо, Георгий Георгиевич, но вы, как депутаты Народного собрания, вы можете повлиять на все это и принять свой местный закон о телевидении и радио, внести туда изменения, которые будут благоприятствовать нам для развития журналистов. Есть местный закон. Очень рад то, что новое законодательство прямо предполагает возможность создания общественного гагаузского радио-телевизионной компании. Это замечательно. По-моему, Молдова УНО. Это нормально. У нас есть свой кодекс. Возможно, он требует своего совершенства. Хорошо, вот после публикации нового закона, да, тот закон, который у нас есть, вы над этим будете работать? Потому что у нас есть, например, у журналистов какие-то предложения, свое видение, и мы планируем вот эти вот поправки, наши рекомендации, предложить вам. Это однозначно. В конце концов, мы всегда опираемся на мнение специалистов. Кто уж, как не вы, журналисты, знаете эту внутреннюю кухню. Но при любых обстоятельствах, и мы это четко должны понимать, основной эксперт будет в этих вопросах. Это наш потребитель, наше население. Что нужно людям, чего они ожидают. Хорошо, а вот что наш местный потребитель тогда видит на экранах своих телевизоров? Вот, что бы вы хотели видеть в таком случае, Николай Иванович? Какие передачи, да? Какие передачи хотели бы видеть? Знаете, можно требовать от наших местных телевизионщиков, компаний продукт новый, собственный, но разные весовые категории. Вот одно дело, допустим, российские каналы, когда производят собственный продукт, да и если помножить это на наш менталитет, на наше прошлое, единую страну и то, что мы и сегодня живем
и хотим смотреть новости, что происходит в Украине, что происходит в России. И Но это всегда можно видеть в интернете. Все-таки мы, мне кажется, местные СМИ должны больше показывать то, что происходит у нас в селах, допустим, как живут наши люди. Не, ну я сейчас не об этом, я говорю сейчас о возможностях и предпочтениях, даже если говорить о республиканских компаниях телевизионных. Но люди, конечно, хотели бы видеть то, что происходит, то, что у нас на месте, оно, наверное, интересно, но, опять же, объективность. Насколько это объективно, не ангажировано и не делается акцентов, иногда, еще раз говорю, режущий глаз или режущий слух, если когда что-то говорят. Вот это вот сложно в этом разобраться, вот, вечное перетягивание. Но если говорить о более глобальном, значит, вот то, что я сказал, да, вот наш менталитет, наше желание смотреть вещи, и вот то, что принимаются решения, у нас в Кишиневе законы, и я согласен полностью с Георгием Георгиевичем, значит, запретительного характера вещи не работают. Вот он назвал пример насчет интернета, насчет этих, значит, подключений людей. Только стимулирующего характера решения они могут положительно повлиять, запретительного нет. В Чедрлунге, к сожалению, нету. Раньше было, раньше когда-то, но не хотелось бы сейчас уходить в вопросы деградации наших двух районов, Чедрлунги и Вулканешт, в этом смысле. Это вот есть тоже причина того, что и Чедрлунга, и Вулканешт, они остаются на задворках политической жизни, и от того, что эти два района обескровленные. Есть это подтверждение, видите, то есть это частные каналы, люди должны, им должно быть выгодно что-то делать, так ведь? Получается, что сегодня у нас в этом смысле тоже все собирается в Камрате, это плохо. Работая на местах, они держали бы руку на пульсе на событиях местного характера и показывали бы людям. Было бы это интересно, это как одна из составляющих общих новостей. Но в любом случае львиная доля информации, и так это будет, наверное, очень долго, будет интересовать те новости, которые приходят с Востока. А вот как так получилось, что за 20 с лишним лет, сколько есть автономии, да, в селах люди до сих пор не получают сигнал и не видят общественный, хотя бы общественный канал. Вот ваше мнение, вот почему так произошло за эти годы? Вот это проблема. Вот над этим нужно работать нашим властям, тот же ГРТ. Неужели властям Гагаузии не хватает финансовых средств? Ведь это не так уж и дорого стоит, чтобы подать сигнал во все села Гагаузии. Почему? Почему так происходит? Может, это кому-то выгодно, чтобы люди не знали все, что происходит? Я не думаю, чтобы кому-то было выгодно, но иногда, знаете, как в старом добром анекдоте, для того, чтобы все-таки Бог услышал и подарил тебе выигрыш какой-то, надо по меньшей мере купить этот билет, как говорится, и тогда твои надежды могут реализоваться. Речь идет о том, что у нас, ну не у всех есть наружные антенны. Я очень интересовался этим вопросом, и мне руководство ГРТ уверяет о том, что везде транслируется. Мой дом, например, находится в низине. Там действительно тяжело, я это понимаю, но тем не менее иногда, как говорится, ловим, как говорится, сигнал. Но я повторюсь, что я сейчас опираюсь на то, что было сказано руководством. Не думаю, чтобы кто-то не хотел, чтобы наше телевидение, как говорится, смотрели не транслировалось, как говорится, ну, нет логики. Но требовать, коль мы даем деньги, вы правы должны. Причем четко, чтобы ни у кого не возникало абсолютно сомнений, что каждый житель Гагаузии имеет возможность получить сигнал эфирный, соответственно, уже через Молтелеком, Старнет, либо другие какие-то телекоммуникационные компании, передающие эти сигналы по другим видам неэфирного характера, или еще лучше спутниковые, это однозначно. Вот здесь мы должны четко понимать, что вот это первейшая задача для ГРТ. Ну а дальше уже то, что Николай Иванович говорил, равноудаленность. Я общался с журналистами.
И Николаевич абсолютно прав в части того, что у нас перекос было. Раньше Башкан, как говорится, исполком, сейчас Девлет, лидер Девлета Дудоглу, постоянно транслируется. Да, доступ есть, я ни в коем мере не хочу упрекать, как говорится, журналистов, что они не допускают других депутатов. Во всяком случае, я не чувствую, чтобы что тогда, чтобы сейчас, чтобы меня отторгали или же там не допускали, когда я твердо стою на своем вот это. Но, тем не менее, это присутствует. Так вот, я хотел сказать, что если бы политики чуть-чуть были бы мудрее бы и отошли бы от своих возможностей и не давили бы на журналистов, то все были бы в той или иной мере довольны. И прежде всего журналисты, они были бы честнее и порядочнее в своей работе, потому что ни один журналист не желает находиться под пятой, под давлением тех или иных политиков. А мы, политики, иногда злоупотребляем, не иногда, а чаще всего и давим. То финансами, а мы вам не выделим деньги, или мы вам выделим только тогда, когда вы такую-то политику будете проводить. Кто заказывает музыку, вот это касается общественного телевидения. Когда речь идет о частном, там понятно. Извините, я плачу деньги, чтобы именно вот такого рода контента демонстрировали. А здесь мы говорим об общественном, общем, интересах всего общества. У нас не должно быть чуть-чуть правее, чуть-чуть левее. Одни лучше, хуже, как говорится. У нас должно быть объективно, а вы уже общественность Ну, частники выбираете. тоже должны подавать информацию объективно. Но, коль уже коснулись, вы чуть-чуть даже опередили меня, какими должны быть взаимоотношения тогда СМИ и власти? Давайте чуть порассуждаем на эту тему. Очень интересная тема. Корректными, взаимоуважительными. Телевидение всегда и вообще не только телевидение, и аудио, в целом аудиовизуальная, как говорится, составляющая, они, неважно, частно, общественно, должны чуть-чуть быть в оппозиции к власти. Очень четко и правильно сказали. Не должно быть не чуть-чуть, огульного а всегда. критиканства. Нет. Всегда. Вы знаете, критиканства не должно быть. Да ничего не добьемся мы этим. Мы должны научиться критиковать. Мы должны четко понимать, что наша задача не в том, чтобы выплескивать то, что в садике, прошу прощения, в тазике находится, а только грязную воду оставив ребенка. Мы должны понимать, что все и власть, и оппозиция преследуют одни и те же цели, одни и те же задачи. Другой вопрос, что механизмы претворения могут быть разные, приоритеты могут быть разные. В свою очередь, власть должна уважать журналистов и ту работу, которую проводят журналисты, не воспринимать это как личное оскорбление, а как подсказка. Обрати внимание на это. Я вам хотела как раз сказать, что журналисты не критикуют, они просто показывают некоторые моменты, и политики должны это понимать. Ну, у нас есть примеры и этого и иного характера, как говорится, демонстрирующие нечто иное, более отрицательное. Это уже не журналистская работа, там уже вот чуть по-другому это называется. Как добиться этого? Ну, я это называю результатом общей культуры. Нельзя быть чуть-чуть, как говорится, культурным в какой-то сфере или хорошеньким, если везде и всюду вот такие-то условия. Хотим мы, не хотим, общество как бы одновременно со всеми составляющими своими частями движется. Сможет общество быть действительно демократичным, толерантным? Мы привыкли этими словами, как говорится, разбрасывать, использовать его к месту, не к месту, но таковым по сути своим. И власть. Вот тогда и будут те взаимоотношения, которые удовлетворяют их, ну и дадут нужные результаты. Но вы очень точно сказали, что СМИ должны быть не чуть-чуть, а всегда по отношению к власти в оппозиции. Я подчеркиваю, не критиканство, а критика, подсказка. Ну ладно, знаете, что меня больше всего поражает? Политики, которые пользуются услугами журналистов, которые не просто критикуют, это понятно. Потому что каждый мнит себе, что он больше и лучше способен сделать, чем противная сторона. Или, когда говорят, что плохо, но никто не предлагает, как, причем реально, сейчас и сразу. Вот не то что, а как это сделать. Но это уже политики должны задуматься. Журналисты не могут прямо подсказать уже, как лучше сделать. В этом-то и задача журналистов в том, чтобы раскрывать вот эти стороны политиков. Уважаемые политики, вы критикуете власть, вы говорите, что плохо. Нет вопросов. Очевидно, вы правы. Значит, у вас есть свое видение, как изменить эту ситуацию? Не просто общими словами, а конкретикой, так, чтобы доступно было, понятно для всех, кто
кому мы демонстрируем сейчас ваши высказывания. Вот это тоже повышение уровня, как говорится, журналистской деятельности. Это очень важно. Все совместно делается, и тогда Николай будет Иванович, результат. вы что думаете по этому поводу? Вы очень правильно подметили, что для того, чтобы и раскрывать в журналистской деятельности, да, нужны какие-то там другие жанры, да, журналистское расследование, допустим, чего у нас нету. Но мы еще поговорим об этом и поговорим, что для этого надо. Ваше мнение, вот какими взаимоотношения должны быть СМИ и власти? Не, ну вот то, что вы говорите, там журналистские расследования и все остальное, это для нашего телевидения, наверное, это сегодня сложно. Ну, это не так легко. Это сложно, уровень, но это другой уровень, да, правильно. и совершенно другой подход, другой уровень, другие возможности. Ресурсы, да, это все вместе. Ну, это, конечно, хотелось бы, но взаимоотношения власти и наших СМИ обязаны власти быть открытыми для всех СМИ. То, что мы говорили уже о равной удаленности, давать, не продвигать, скажем так, пользуясь административными возможностями, что-то свое конкретное. Имеется в виду информационные ресурсы, там, информационные порталы и некоторые другие вещи. Мы понимаем, о чем говорим, да? Используя административный ресурс для продвижения, и потом впоследствии использовать это для того, чтобы представлять те или иные вещи в выгодном для себя свете. Это у нас делается, к сожалению. Это опять же о неангажированности в кавычках и так далее. То есть в идеале можно хотеть этого, и мы хотим, мы должны к этому стремиться. Но вообще для нашего потребителя, если говорить о том, что ему хочется и выгодно, на мой взгляд, как потребителя, мы говорим о демократии, да, вот в этом тоже должна быть демократия. Мы должны давать людям возможность весь спектр услуг смотреть, то есть разных каналов, и местные там, и российские, и западные. И человек сам выбирает, на какую кнопку нажимать и что смотреть. Вот он будет давать, ну, может быть, не оценку, потому что, опять же говорю, в разных весовых категориях нельзя нашим, уже не говоря местным, даже республиканским значит, СМИ конкурировать с монстрами, да, международными. Сложно, но возможность выбирать людям нужно давать. Тогда это было бы честно, было бы демократично, без того, чтобы запрещать. Конечно, можно предполагать, что если будут транслировать на Молдавию западные телеканалы, значит, то там будет, значит, смотрибельность или смотреть будет мизерное количество людей, те, кто знают язык. Но даже если переводить, еще раз говорю, что в нас сидит очень глубоко, значит, наши связи, значит, дружеские, родственные, религиозные, с нашей большей частью нашей бывшей родины, и нашим людям интереснее смотреть все-таки российские каналы. Надо людям давать возможность, чтобы они смотрели то, что они хотят, но одновременно работать нашим местным каналом, значит, над своим продуктом, повышать качество, делать его более разнообразным. И конкурировать сложно будет, но нашему человеку всегда будет интересно смотреть что-то местное, что-то свое. И вот наши местные каналы могли бы занять свою нишу в пожеланиях и предпочтениях наших слушателей, наших зрителей. Но коль мы заговорили уже о финансовых ресурсах, вот мы продвигаем идею создания в Гагаузии фонда для СМИ. Вот ваше мнение, вот если создать в Гагаузии фонд для СМИ, из ресурсов которых будут финансироваться различные социальные проекты, различные передачи, вот как вы считаете, это стало бы какой-то вот помощью, что ли, для всех СМИ? Но на сегодняшний день вы помогаете, как депутаты Народного собрания, как власти, только общественному каналу. Но в Гагаузии работают и частные СМИ, они на равных условиях работают и для общественности, для ваших же избирателей, которые вас... Но они остаются неинформированными. Вот если создать в Гагаузии фонд для СМИ Гагаузии, не только для общественного канала или частного канала, ну, чтобы и кабельные, в общем, для всей СМИ. Вот как вы считаете, это возможно вообще? Конечно, возможно. Как с юридико-правовой стороны, так и с практической стороны. И можно
заложить принципы распределения финансов с этого фонда. Ну, формирование, во-первых, прежде всего, как говорится, общественные, может быть, и публичные финансы туда, в этот фонд вливать. А принципы распределения, использования этого фонда, заказ каких-то контентов, которым нуждается общество на этом или ином этапе. И уже кто представит лучшую, как говорится, программу или можно лучший и на свой контент, конкурсной основе. на конкурсной основе, да, уже. Конечно, я думаю, в что Гагаузии тут, не так уж много и СМИ, да, чтобы... абсолютно, как говорится. Это дало бы, очевидно, толчок, как говорится, развитию местному радиотелевидению. И, соответственно, поскольку участвовали вы бы в этих конкурсах не только общественно наши ГРТ, но и все частные телевидения, и, соответственно, и результат, как бы, и качество в конечном итоге было бы более заметным того продукта, который уже создают ваши коллеги. Поэтому Иванович. понимаете, Учитывая величину финансирования, особенно со следующего года, общественного нашего телевидения, то вот, как вариант, наверное, было бы справедливо остальных взять, они более, скажем так, мелкие, у них возможности меньше, без участия. То есть проводить эти конкурсы среди всех компаний, кроме общественных, так как они имеют серьезное финансирование, чтобы помочь каким-то образом составлять маломальски какую-то там, не знаю, конкуренцию. Потому что, еще раз говорю, что общественное телевидение, оно, имея, кроме того, что имеет серьезное финансирование, и имеет еще возможность доступа. Так не должно быть, но значит, к нашим учреждениям, государственным, к мероприятиям, конечно, информируют всех, и все могут посещать. Но еще раз говорю, что есть определенная информация оперативного характера, то, что не получают частные каналы, а общественная компания, например, имеет возможность получать и тем самым привлекает людей. Это Говорит это о том, что не на равных условиях Конечно, работают говорит. СМИ Гагаузии. Это так. И в Народном Это так. собрании как-то этот вопрос обсуждается вообще? Нет, этот вопрос, ну, по крайней мере, я не слышал, что обсуждалось. Не было У нас предмета шли войны, или там копья ломались только вокруг общественного телевидения нашего, там, совета этого и так далее. То есть ломались Ну копья а почему? Остальным ведь обидно, наверное, что Обидно. так происходит, потому что работать-то надо на общественность. Ну да, надо. Ну, это как бы вопрос на перспективу, надо этот вопрос поднять. Да, вот поэтому мы и выдвигаем вот эту идею создания фонда. Но из этого фонда можно не только какие-то там проекты финансировать, да, отсюда можно финансировать какие-то мероприятия, допустим, обучение журналистов. Вот вы сказали, это очень сложно, да, журналистское расследование – это другой уровень. Я согласна с вами, потому что это действительно очень сложно, это другой уровень. Но имея финансы, можно приглашать специалистов в Кишиневе и обучать наших журналистов, потому что журналистика, мне кажется, в Гагаузии совсем не развивается. Но фонд, прежде всего, в создании этого фонда, очевидно, должны быть заинтересованы в равной мере все стороны. Но прежде всего, наверное, те, которые работают в этой сфере, ваша компания и так далее. Очевидно, на мой взгляд, я так вижу, как бы толчок должен быть с вашей стороны, а уже далее ваше видение с тем, чтобы и общество, и в лице власти присоединилось к этому и, соответственно, тоже внесло свою лепту. Потому что в конечном итоге то, о чем вы говорите, это цель приемлемая для всех, кого мы сейчас перечислим. К этому все стремятся. Поэтому принимается. Будем иметь в виду. Хорошо, вы не Осталось просто будете только иметь... деньги найти для этого фонда с тем, чтобы, как говорится, было распределить что? Но находить деньги это вы умеете, Все. депутаты Народного собрания Гагаузии. В ваших же руках распределение денег. Потому что- Разве что распределение. Да, разве что вот это, потому что мы прекрасно понимаем, что финансовая составляющая это является определяющей в деятельности не только радиотелевизионных компаний, вообще в целом любых компаний, но для радиотелевизионных в большей степени, поскольку единственная возможность заработать – это реклама, либо создание какого-либо продукта, но тоже носящий в той или иной мере рекламный характер. Пусть это политическая реклама будет, там товаров, услуг и так далее, там подобное, образа жизни, в конце концов, как говорится, все что угодно можно. Это социальная сторона. Это вот,
только вот эта возможность. Но есть, скажем, рекламы, которые не Социальные? могут быть финансированы со стороны конкретных заинтересованных лиц, кроме как общества в целом, социального характера. Научить детишек, как помочь бабушке перейти через дорогу, Да, социальная реклама. как уступить место в автобусе, в троллейбусе и так далее. Вот, кстати, в новом законе как раз предусматривается, чтобы общественные каналы, коли они датируются из бюджета Гагаузии, как раз именно они должны заниматься социальной рекламой и транслировать это бесплатно. Новые законы предусматривают драконовские санкции, штрафы в случае допущения определенного рода нарушений, в том числе, опять же, заговорим об этих русско-российских новостных программ, сумма которых равна чуть ли не годовому бюджету этой компании. То есть достаточно одну компанию 2-3 раза оштрафовать, что обанкротилась эта компания. Но эти штрафы действуют и сегодня. Это не касается нового закона. Штрафы действительно есть, они то есть, пугающие, поэтому многие каналы закрываются. Если есть цель закрыть, как говорится, то 2-3 раза просто... Ну, это делается. Это мы наблюдаем на уровне региональных каналов. Ну, вот, коль мы пришли уже к такому заключению, вот я бы хотела уже напоследок, вас спросить, вот как вы считаете, вот, например, журналисты говорят, что они просто не могут дальше развиваться без поддержки, без государственной поддержки. Вот вы как считаете, нужна вот эта государственная поддержка для СМИ, и как вы это видите для развития региональных СМИ? Ну, конкретно можно сказать для маленьких компаний, не для общественных, потому что это как бы отдельный разговор. Наверное, было бы правильно, чтобы вообще это была республиканская программа, чтобы республика финансировала региональные СМИ, а наши региональные власти автономии, они могли бы принять дополнительные меры, что для дополнительного поощрения. То, что мы сейчас и решаем вопрос, закон, скажем так, то, что мы принимали. Было, конечно, решение принято в январе, но по афганцам, по стимулированию, чтобы эти люди получали какие-то деньги, пока в республике этот закон не принят, подобный. К сожалению, руки наших политиков кишиневских, республиканских до этого не дошли. Но вот мы надеемся дать толчок республике, чтобы был принят республиканский закон. И мы можем в дополнение потом, внеся изменения в наш закон, предусмотреть дополнительную поддержку для этой категории лиц, для ребят, которые послужили в Афганистане, так как это сделано в России, кстати. В России приняли закон для всех жителей России, кто отслужил в Афганистане, они получают там целый перечень льгот, но регионы, не все, те, кто посчитали правильным, они приняли дополнительные для своих уже региональных афганцев, дополнительные приняли законы и дополнительное поощрение. То же самое можно было бы спроецировать и в отношении региональных СМИ, но этот вопрос, наверное, надо поднимать в Кишиневе, чтобы был принят республиканский закон. Мы в Гагаузии, я так думаю, что тоже должны поддержать. Это важно еще и с точки зрения не монополизации, чтобы не было монополизации, чтобы большее количество вещателей давали свой взгляд на те или иные события в Гагаузии. И это еще подстегивало бы, когда, знаете, монополия во всем плохо. И в экономике, и в политике, в том числе и у вас тоже. Должна быть, говоря о равной удаленности, и помогать и создавать равные возможности. Тогда у нас потребитель будет получать более достоверную информацию. Это важно. Но с другой стороны, мы можем Кишиневу и показать пример. Допустим, первыми здесь внести изменения в закон о телевидении и радио, создать фонд и показать им. Вот видите, как мы умеем в регионах. Давайте обсуждать. Давайте начнем с малого. Выходите с инициативой. И давайте будем обсуждать. Там есть депутаты, которые знают толк в журналистике. Если вместе все это обсудим, я думаю, что не исключено, что к чему-то придем положительному. По крайней мере, у меня лично пока так вот, не углубившись, вот вы сейчас задали этот вопрос. Я вас озадачила в своей передаче. Есть, скажем так, позывы положительные. Георгий Георгиевич. Да, конечно, сложно не согласиться вот с той постановкой, которую вы сейчас только что выказали. Мое видение, конечно, это
практическом плане это может быть реализовано посредством создания законодательной базы, позволяющей властям осуществлять заказы какой-либо продукции, контентов в той или иной сфере на конкурсной основе среди всех радиотелевизионных компаний, функционирующих на этой территории в целом, или же в целом по стране. Это уже детали, как говорится. Но это позволит нам, привлечь как можно больше компаний к той или иной проблематике, добиться качественного продукта. То есть выигрывают все. Да, выигрывают в конечном итоге в том числе все, и телевидение, что увеличится контент. Нельзя не согласиться с тем, что Николай Иванович сказал по поводу того, что необходимо, чтобы все-таки рыбу начали чистить не с хвоста, а с головы, оттуда из Кишинева. Потому что кому мы как знаем, удобно, что, да? Так надежнее, знаете, так надежнее. Во всяком случае, хвост дергается тогда, даже если это речь идет об инстинктивности, когда реагирует голова, то есть мозг, я не знаю, уже чтобы не входить, как говорится, в тонкости биологического свойства. Так вот, и в политике здесь то же самое. Чтобы центр соответствующим образом законодательно закрепил вот эти вещи, о чем мы с вами говорили, и тогда у нас будет соответствующий результат. В противном случае мы будем, знаете, основываться на тех размывчатых положениях, что заложено в аудиовизуальном законодательстве, позволяющее Совету, КСТР, определять, где какая идеологическая нагрузка того или иного, как говорится, контента. То есть хочется мне признать, что стакан наполовину полный, да, или смотря с хочется какой мне стороны признать, смотреть, да? что стакан наполовину, как говорится, пустой. Вот типа этого. Ну, во всяком случае, это заложено в законе. А вот то, что вы предлагаете, это принимается. И мы, надеюсь, найдем, думаю, что сторонников среди депутатского корпуса вот этой идеи. Значит, плавающих, что, так сказать, Георгий привел в пример рыбу. То есть вы предлагаете пока не стараться, скажем так, убедить там, крупного толстолоба или карпа. Наш карасик местный, он тоже имеет голову. Ну да. Да, голова там. Можно. Если говорить о большой рыбе, да? А наш карась, или я не знаю, как ее назовем, вот у нас тоже есть голова, мы имеем право принимать местного характера законы, и можно попытаться, если это придем к согласию, конечно, подать пример Кишинева, это было бы хорошо. Но у нас будут рекомендации для Народного собрания, мы их официально даже зарегистрируем, и очень надеемся на вашу поддержку. Я думаю, что совместными усилиями к чему-то можно прийти. Ну что ж, передача у нас уже завершается. Я благодарю вас за участие в нашей передаче. Напомню телезрителям, что мы говорили сегодня о возможности развития региональных СМИ. Спасибо вам еще раз и до встречи в эфире.